старой части Казани, на улице Старообрядческой, стоит пятиглавый храм с черными куполами. Это Покровский кафедральный собор, и он принадлежит Старообрядческой православной церкви. Не проходите мимо, здесь настоящая история. В сквере памятник митрополиту Русской православной Старообрядческой церкви Андриану Четвергову. По времени митрополитом он был недолго, всего 1,5 года, а по значимости ему удалось наладить разговор и начать этап братского сотрудничества Русской православной и Русской Старообрядческой церкви. Раньше, а точнее последние 350 лет, подходящей ситуации для подобного диалога не было. Он призвал старообрядцев стать более открытыми, активнее общаться с миром, распространять духовные знания. Это было впервые. За 300 с лишним лет староверы привыкли жить изолированно и замкнуто. Это была часть их истории, которая, как известно, не имеет сослагательного наклонения. Все началось в середине 17 века. Московский патриарх Никон и царь Алексей Михайлович провели церковную реформу. К общему греческому знаменателю привели православные обряды и молитвы, иконы и книги. Как результат, православная церковь раскололась на официальную никонианскую и на старообрядцев, которые, в свою очередь, разделились еще на множество течений с более и менее радикальными взглядами. Были и убежденные отшельники, были и согласия, готовые на компромиссы, но общая концепция всех староверов была едина – это сохранение дореформенных знаний. Реформы в целом сводились к упрощению обрядов. Службы стали короче, поклоны сменились поясными, в иконописи появились новые технологии и новые сюжеты. Были корректировки даже в священных писаниях. Пожалуй, самое известное – это способ креститься по-новому – 3 перстами вместо 2. Перемены меняли привычный уклад жизни и, разумеется, были встречены неоднозначно. Старообрядцы объединялись в общины, их быт был консервативен, по строгим старым религиозным правилам. Женились только на своих, передавая традиции, книги и знания из поколения в поколение. За 2 века у опальной церкви времена были разные. Были и жестокие гонения, и сожжения. Чуть позже при Екатерине преследования прекратились, а в 1905-м и вовсе наступила оттепель. В это время император Николай II подписал манифест веротерпимости. К концу XIX века казанская община старообрядцев была достаточно крупной и относилась к Белокреницкому согласию. В общине были вполне успешные купцы, некоторые из них имели статус почетных граждан и могли влиять на жизнь города. Купец Василий Савинов, говорят, лично был знаком с царем Николаем I, масштабно торговал кровельным железом. Гастрономы Агафона Афанасьева были самыми богатыми магазинами в городе. Кроме того, он имел заводы – дрожжевой, винокуренный и кирпичный. Барабановы владели пароходами и имели кондитерскую фабрику. Кроме того, Петр Степанович Барабанов был попечителем Казанского училища. Улица Рыбнарядская, та, которая сейчас Пушкина, была известна большим количеством рыбных лавок купцов Коровиных и мясных рядов их родственников Рязановых. Крупными хлеботорговцами были Иван Оконишников и Яков Шамов. Одна только мельница в деревне Печище давала больше 1,5 миллиона тонн муки в год. Во время русско-японской войны Шамов отправлял муку на фронт. И рассказывают, что одна из партий муки испортилась, солдаты заболели, а Якова Шамова признали виноватым. Он во искупление своей вины решил построить больницу. Красивое строение в стиле модерн много десятилетий было известно как Шамовская больница. Сейчас здесь отель. Старообрядческая община вкладывала деньги в дела богоугодные. Под их опекой были детские приюты, больницы, школы и училища. Оказывали помощь бедным и голодным. Община имела несколько молельных домов, но всегда мечтала о своем храме. Место под храм готовили давно. Еще в 1884 году на своей земле в Суконной Слободе купцы возвели склад, и там тайно вели службы. И как только стало можно, община немедленно собрала деньги. За 4 года склад превратился в собор в стиле модного тогда национального романтизма. Бог услышал их молитвы, мечта сбылась. Но после революции уже советская власть закрыла храм, и на долгое время он стал госархивом. А сейчас самое время вернуться к истории митрополита Андриана, которая началась тоже в Казани. Александр Геннадьевич Четвергов был выпускником Казанского авиационного института. Работал инженером-конструктором. По происхождению был из семьи старообрядцев, купцов Четверговых. О печальном состоянии старообрядческих общин знал не понаслышке. О проблемах писал и местным властям, и в Москву Горбачеву. Это было во время перестройки и религиозной амнистии, и в 1988 году общине передали храм, тот, что сейчас на улице Островского. А позже вернули здание Покровского Старообрядческого собора.
Со временем Александр Геннадьевич отрекся от мирских дел, получил имя Андриан и погрузился в служение православной старообрядческой церкви. Диакон, епископ Казанской Вятской епархии, митрополит Московский и всея Руси. На всю карьерную лестницу от самого низшего до самого высшего сана у него ушло 5 лет. Кстати, Покровский старообрядческий храм сейчас восстановлен. Можно зайти и послушать богослужения, которые ведут по старым книгам и обрядам. Старообрядцы не приняли новую нотную грамоту и остались верны пению по знакам. На Руси это звали знаменное пение, а сами знаки называли крюками, потому порой говорят крюковое пение. Поют сольно или в унисон в фольклорной манере. В храме можно увидеть иконы, написанные по византийским и древнерусским канонам. Там же находится и музей. Здесь редкие книги и старинные иконы, бесценные предметы, которые собрала и сохранила небольшая, но верная своему делу община современных старообрядцев.